какими тремя словами вы бы описали бы эту картину? Это ярко, это трогательно, и это очень по-женски. Мамочка, ты только не переживай. Задорная история о мечте. 3 свадьбы и 1 побег. Фильм, который затянет с первых минут и перенесет зрителей в деревню и познакомит с главной героиней, хулиганкой Амрой, и другими героями из села Хуап. По сюжету Амра хочет стать актрисой. Несмотря на запреты матери, чтобы исполнить свою мечту, ей предстоит либо решиться на побег из дома, либо помочь старшим сестрам выйти замуж. Алиса Гавлия по первому образованию журналист, но ее интересы, связанные с работой сценариста, формировались на последних курсах журналистики. Загоревшись сценарным делом, она поступила во ВГИК. Алиса рассказывает, драфтов, то есть версий сценария, было около 10. На момент реализации история сильно изменилась, но идея родилась еще во время учебы. Это был мой дипломный сценарий. Вот. Посвятила я его деревенской комедии, потому что сама я была и есть представительница села Тамыш. Вот, и очень много лет вообще провела в деревне, то есть я очень хорошо знаю деревенскую жизнь, несмотря на то, что как бы я всегда проживала на 2 страны, то есть я была и в Москве, и в Абхазии, но деревенский быт, деревенская жизнь, я как-то ее впитала вот очень в детстве, и у меня накопилось очень много сценарного такого материала художественного, и я решила, что именно этому я посвящу свою дипломную работу. Сценарий собран из детских воспоминаний Алисы и опирается на семейные истории, но сюжет не отражает конкретную биографическую историю, однако в нем присутствуют живые характеры. Например, в нашем роду у нас была тетя, которая действительно была очень талантливая артистка с рождения, просто невероятно смешная, очень способная к актерскому мастерству. И так получилось, что ей запретили поступать на актерский факультет, потому что в ее время, во времена ее молодости, это было очень неприлично. Казалось, что это несет за собой какую-то распущенность и так далее. Это были такие предрассудки. И она осталась артисткой до конца своих дней. Не став ею, на самом деле, она веселила всех окружающих. Фильм снят в стиле советского комедийного кино и рассчитан на семейный просмотр. У нас очень интересная мама, да, мама Нуца, да, которая... Я думаю, абхазские женщины себя очень здорово узнают, посмотрев на роль Инги Аболдиной и то, как она играет. В фильме хулиганили, показали классную деревенскую жизнь, какая она есть, без прикрас, со всем колоритом абхазским. Впервые фильм показали на фестивале дебютного короткометражного кино «Короче». И сразу успех. В категории «Дебют» кинолента получила специальный приз телеканала «Россия-1». Эмоции от полученного приза непередаваемы. Когда мы услышали, что нас награждают спецпризом от телеканала «Россия», ну, это было для нас, конечно, безумное счастье, потому что это тоже, мы поняли, что это тоже попадание в целевую аудиторию телеканала. Это очень полезный приз на самом деле, потому что телеканал «Россия-1», они помогут нам с продвижением фильма, с прокатом и с рекламной поддержкой. Алиса вспоминает, она была рада, что ее картина понравилась зрителям фестиваля. Аплодисменты, крики «Браво!», где-то плакали, где-то смеялись. В общем, очень разный такой спектр эмоций был у гостей. Ко мне многие подходили, благодарили за фильм. Вся картина полностью снята в Абхазии, в высокогорном селе Хуап. В фильме приняли участие российские и абхазские артисты. Процесс подготовки к съемкам был долгим. Кастинг, поиск подходящей локации и не только. Искала команда тот самый, по словам Алисы, дом, где сложились бы многие факторы. Горы, лес, речка. Сам дом нашли случайно, и был он в плохом состоянии. Но благодаря большим усилиям команды дом обрел новую жизнь. В одной из поездок, да, когда был скаутинг, просто мои коллеги, режиссер
И продюсеры, они встретили девочку, деревенскую девочку, которая сказала, что очень увлекается, фоткает интересные дома, и показала вот наш прекрасный дом, который вот, в котором и произошли эти съемки. И, конечно, все были просто влюблены невероятной фактурой, во-первых, села Хуап, потрясающего совершенно, удивительными пейзажами, которые там открываются, и вот этой локации самого дома. Премьерный показ комедии «Три свадьбы и один побег» состоится в Москве 9 сентября, а 18 числа фильм можно будет посмотреть в Абхазии. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.